Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Указ президента Республики Таджикистан о праздновании 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. С целью укрепления государственной независимости Республики Таджикистан, сохранения и развития национальных ценностей и обеспечения стабильного развития общества постановляю. Празднование 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан провести 9 сентября 2026 года. Правительству Республики Таджикистан создать организационный комитет и в 6-месячный срок разработать и представить для утверждения план мероприятий празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 7 января 2022 года. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с премьером, министром Республики Армения, председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ уважаемым Никол Пашиняном. В ходе беседы стороны обменялись мнением о развитии ситуации в Республике Казахстан и высказались в поддержку усилий руководства дружественной страны по восстановлению мира и спокойствия. В этом контексте стороны обсудили ход реализации решений ОДКБ о направлении в Казахстан объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в охране правопорядка и обеспечения стабильности. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту страны отметил, что для эффективного использования воды и земли, защиты продовольственной безопасности страны за годы независимости в сфере сельского хозяйства были проведены коренные реформы, а пользование землей было возложено на ее истинного хозяина Дихканина, что считается одним из важнейших достижений периода независимости. За годы независимости в стране обеспечено увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и доведено с 11 миллиардов сомони в 1992 году до 40 миллиардов сомони в 2021 году, что почти в 4 раза больше. За годы независимости в стране обеспечено увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и доведено с 11 миллиардов сомони в 1992 году до 40 миллиардов сомони в 2021 году, что почти в 4 раза больше. В этот период в стране были орошены 54 гектара новых земель, и наряду с этим ежегодно на площади около 200 тысяч гектаров осуществляется повторный сев культур. Следует отметить, что в настоящее время более 90% производства сельскохозяйственной продукции приходится на частный сектор. Благодаря самоотверженному труду земледельцев обеспечивается изобилие на продовольственном рынке. В период независимости, наряду с осуществлением реформы сферы сельского хозяйства, правительство страны для поддержки и развития различных секторов сферы приняло и реализовало ряд программ. Для развития сферы в этот период за счет всех источников государственного финансирования было направлено более 18 миллиардов сомони, в том числе 9,4 миллиардов сомони в рамках реализации 29 государственных инвестиционных проектов. Вдобавок к этому для сферы определено множество налоговых и таможенных льгот, благодаря чему во всех секторах сферы достигнуты заметные результаты. Например, в течение 20 лет количество птицеводческих предприятий с 21 было доведено до 200, и производство птичьего мяса увеличилось в 9 раз. Импорт птичьего мяса с 65 тысяч тонн на сумму 50 миллионов долларов США в 2014 году снизился до 3 тысяч тонн на сумму 9 миллионов долларов США в 2021 году, то есть по объему более чем в 21 раз. Наряду с этим, благодаря государственной поддержке и предоставленным льготам, успешно стали развиваться сферы садоводства и виноградарства, животноводства и птицеводства, рыбоводства и пчеловодства. В результате осуществления программ развития сферы в период независимости площади садов и виноградников в стране увеличились в 3,6 раза, а производство фруктов и винограда в 4,3 раза.
Если общая площадь садов и виноградников в 1991 году составляла 56 тысяч гектаров, то в 2021 году этот показатель был доведен до 202 тысяч гектаров. В результате осуществления отраслевых программ и предоставления льгот правительством страны эти сферы получили заметное развитие, благодаря чему в сельскохозяйственной сфере были созданы 700 тысяч новых рабочих мест. Наряду с этим, с целью поддержки в условиях изменения климата и стихийных бедствий, в особенности засухи и наводнений, распространения инфекционного заболевания COVID-19 в последние 2 года и для предотвращения их отрицательного влияния, земледельцы страны в 2021 году были освобождены от выплаты налога от производителей сельскохозяйственной продукции, то есть от единого налога. Это начинание дало возможность увеличить производство сельскохозяйственной продукции в текущем году на 6% по сравнению с предыдущим годом. В результате было обеспечено изобилие товаров первой необходимости на продовольственном рынке страны. Для периода независимости потребность населения на мясо и картофель в основном обеспечивалась за счет импорта. И если в 1991 году в Таджикистан с потребительской целью было импортировано 150 тысяч тонн мяса и 325 тысяч тонн картофеля, то в настоящее время с этой целью в страну вообще не импортируется мясо и картофель. Наряду с этим в 2021 году экспортировано более 200 тысяч тонн фруктов и овощей, что на 70 тысяч тонн больше по сравнению с 2020 годом. В последние годы, в особенности в 2 последних года, в нашей стране и многих странах мира продолжается засуха и маловодье. В соответствии с данными средств массовой информации и Организации Объединенных Наций, в настоящее время в десятках стран планеты наблюдается голод. В таких условиях мы должны очень серьезно относиться к использованию имеющихся ресурсов и возможностей, прежде всего земли и воды, регулярному увеличению объема производства пищевых продуктов и наряду с этим вопросу экономии и бережливости. Соответствующим структурам и органам необходимо полностью реализовать отраслевые стратегии и программы и принять своевременные меры для развития семеноводства, улучшения урожайности сельскохозяйственных культур, умножения объема производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличения экспортного потенциала страны. В течение 5 последующих лет в Таджикистане будут построены и сданы в эксплуатацию более 1000 объектов сферы образования. За 30 лет государственной независимости в стране было построено и сдано в эксплуатацию 3240 новых образовательных учреждений на 1 400 000 учащихся. За 30 лет государственной независимости было построено и сдано в эксплуатацию 3240 новых образовательных учреждений на 1 400 000 учащихся. В настоящее время общее число учащихся средних общеобразовательных учреждений страны достигло 2 200 000 человек. В период независимости в стране было создано и сдано в эксплуатацию 173 образовательных учреждений нового типа: лицеи, гимназии, президентские школы, международные школы и образовательные учреждения для одаренных учеников, а также 196 частных учреждений дошкольного и общего образования. В этих учреждениях учебой охвачено около 150 000 школьников. На ступени начального и среднего профессионального образования были созданы 39 новых образовательных учреждений, и на ступени высшего профессионального образования 28 учреждений, и их количество соответственно доведено до 144 и 41. В текущем году число учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования составило более 120 000 человек, и студентов высших профессиональных учебных заведений 245 000 человек, что по сравнению с 1991 годом больше в 1,6 раза и 3,5 раза соответственно. В период независимости число одаренной молодежи, которая направляется на учебу за пределы страны, увеличивается с каждым годом и в 2021 году достигло более 42 000 человек в 25 зарубежных государствах. Ежегодно более 5 000 наших одаренных юношей и девушек направляются для учебы в высшие учебные заведения зарубежных стран. В период независимости 11 500 девушек из отдаленных горных районов по президентской квоте окончили высшие учебные заведения. В этот период высшие профессиональные учебные заведения окончили 222 000 девушек, и в настоящее время в этих учреждениях учебой охвачено еще 100 000 девушек. Из 42 000 наших студентов, обучающихся в высших учебных заведениях зарубежных стран, более 8 000 составляют девушки.
Президент страны в своем послании Маджлисе Ули отметил, что несмотря на то, что учебный процесс в образовательных учреждениях вошел в определенную систему, для большего повышения уровня и улучшения качества образования, подготовки высококвалифицированных кадров, изучения государственного языка, древней истории и культуры таджикского народа, соблюдения правил этикета, повышение вкуса школьников к изучению математических, точных и естественных наук, информационных технологий и освоению иностранных языков, в особенности русского и английского, необходимо придавать большее значение. С этой целью руководителям образовательных учреждений необходимо придавать первостепенное значение вопросам повышения уровня знаний и профессионализма учителей на всех звеньях образования, в особенности преподавателей учреждений начального и среднепрофессионального обучения, их квалификации и переподготовки, воспитанию высококвалифицированных молодых учителей, отвечающих требованиям времени на всех звеньях образования. В связи с этим Министерству образования и науки президент Республики Таджикистан поручил в университетах педагогического направления открыть специальные отделы для подготовки преподавателей математических, точных и естественных наук со знанием иностранных языков. В целом необходимо повысить качество изучения иностранных языков, в особенности русского и английского, на всех факультетах и отделениях высших учебных заведений. Потому что сегодня Таджикистан имеет дипломатические отношения со 180 странами мира и торгово-экономические отношения со 130 государствами. В период независимости для средних общеобразовательных и высших учебных заведений было подготовлено 315 тысяч специалистов с педагогическим уклоном, в том числе 115 тысяч для учреждений среднего профессионального образования. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях преподают 129 тысяч учителей. Обеспечение образовательных учреждений страны педагогическими кадрами в целом составляет 98,7%. Министерство образования и науки было поручено в связи с требованиями дня и развитием современных информационных технологий разработать проект концепции перехода на цифровое образование и представить на рассмотрение правительству страны. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.